Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. 30 октября 2018 года Всемирный конгресс ингушского народа постановил: первое. Образовать общенациональную комиссию ингушского народа по рассмотрению вопросов, связанных с определением территорий и границ Ингушетии. Второе. Утвердить состав и положение комиссии. Третье. Поручить комиссии в максимально короткие сроки провести работу по определению территории и границ Ингушетии. Подпись поставили сопредседатели Всемирного конгресса Муса Марсагов и Ахмед Погоров. Я с нетерпением ждал, когда этот доклад будет написан и показан нам всем. Это произошло 3 года спустя, в 2021 году. На первой и второй странице этого доклада говорится, цитата: «Комиссия Всемирного конгресса ингушского народа представляет на рассмотрение народа Ингушетии и доводит до органов федеральной и региональной государственной власти доклад, подтверждающий принадлежность соответствующих территорий Республики Ингушетия». Я, как часть народа Ингушетии, принялся за рассмотрение этого доклада. Вместе с Ахмедом Бархо, с которым в те времена я еще был в близких и дружественных отношениях, которые, надо сказать, впоследствии закончились. Тем не менее, на тот момент мы вместе принялись за чтение этого доклада и написали ряд критических замечаний к этой работе. И я пока зачитаю вступление с этих наших заметок. Итак, цитата. «Первое, с чего мы начнем, наши комментарии к вашему труду, будут слова Аллаха, который сказал». В переводе: «О те, которые уверовали, свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или неимущим, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желанием, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». И дальше мы говорим: «И понятно, что целью наших заметок к вашему докладу состоит желание быть справедливыми и этим достичь довольства Аллаха, невзирая на то, что это может не понравиться кому-то из наших, цитата из аята, родителей или близких родственников». Затем в докладе сказано: «Комиссия Всемирного конгресса ингушского народа предоставляет на рассмотрение народа Ингушетии доклад». И далее. После того, как мы огласили о своем желании откликнуться на этот призыв, многие люди осудили нас, сказав, что мы не имеем на это права. Но непонятно почему. И на какой основе вообще это, в кавычках, право закрепляется за кем-то. Пишем об этом потому, что в составе комиссии есть как минимум один человек, порицавший нас за то, что мы взялись, цитата, рассматривать этот доклад. Тем не менее, мы надеемся на конструктивную и адекватную реакцию комиссии. Конец цитаты. Увидели ли мы потом конструктивную и адекватную реакцию комиссии? Я считаю, что нет. Я считаю, что нет. Мне было, можно сказать, обещано, что эти замечания будут приняты в расчет. Прошло 5 лет. Никаких сведений даже о том, что эти замечания были приняты в расчет, что наглядно нигде не показано. Один из авторов этого доклада мне говорил, что доклад будет изменен, в него будут внесены правки. Опять же, прошло 5 лет, никаких ни правок, ни даже намека на то, что правки будут, я не вижу. Доклад уже распространился во всех возможных ингушских пабликах. Ну и историки как бы рекламируют его. Поэтому не остается на сегодняшний день для меня ничего, кроме как
публично, я это обещал Ахмаду, публично высказаться по этому поводу. Сконцентрируюсь я на подлогах, потому что зачитывать все наши замечания я не вижу какого-то смысла, потому что, во-первых, сам не во всем там уверен, а вот в наличии подлогов я уверен. И это самое неприемлемое из всего, что вообще может быть для меня, и самое неприятное, с чем мне пришлось там столкнуться. И я считаю, что люди должны об этом знать. Поэтому приступаем. 11 страница доклада. Читаем. Все дальнейшие попытки придать делу завершенность строятся на материалах, пропускаю, Гробовского о том, что, цитата, в 1866 году по распоряжению начальства акинцы и мериджинцы отделены от Ингушевского и подчинены управлению Аргунского округа, как вследствие одноплеменности с населением последнего, так и потому, что по месту своего жительства они ближе находятся к центру управления его. Цитата Гробовского завершается, авторы доклада говорят. И на этом моменте представители Чеченской Республики любят особенно акцентировать внимание во всевозможных информационных ресурсах и изданиях, приводя на сей счет обширные выдержки из переписки начальства всех уровней со всеми их предложениями в виде опыта и пересказом обращений местных жителей и другими сопутствующими материалами. Смотрим на примечание 30. Материалы к истории народов Северного Кавказа под редакцией Мурдалова. Составитель и редактор этого сборника, то есть Мурдалов, сборника документов, крайне недобросовестно коверкает и правит по своему усмотрению публикуемые документы и отрывки из работ других авторов, сознательно вводя читателя в заблуждение, в результате чего работать с этой книгой становится не просто неудобно, а даже опасно. Я скажу, что авторы доклада работают в кавычках с материалом вот так, как они описывают работу Мурдалова, в чем мы, к сожалению, убедимся далее. Возвращаюсь к цитате из доклада. Однако при всей очевидности установки от начальника округа, полученной офицером Гробовским для написания своих материалов, стоит обозначить, что в своей записке о горском участке Ингушского округа в 1865 году Гробовский отмечает, цитата, «Жители всех названных обществ, то есть Джираховского, Кистинского, Галгаевского, Царинского, Акинского и Мериджинского, говорят на одном наречии – ингушском». Цитата завершается. Теперь обратимся к оригиналу. Горский участок Ингушевского округа в 1865 году. Участок этот населяют туземцы Джираховского, Кистинского, Галгаевского, Царинского, Акинского и Мериджинского обществ. Первые 4 принадлежат ингушевскому племени, а последние 2 – чеченскому. И только далее автор говорит то, что цитируют докладчики. Жители всех названных обществ говорят на одном наречии – ингушевском. То есть, по мнению автора, они говорят на ингушевском наречии, но относятся к чеченскому племени. Приемлемо ли так обращаться с источниками? Я считаю, что нет. Я думаю, что если бы ингуши увидели, что вот точно так же это делают чеченцы, они бы назвали это соответствующим образом. И я считаю, что вот это вот соответствующим образом должно быть применено и здесь. Согласен ты с Гробовским, не согласен, это уже другой вопрос. Но цитировать источник так, что ты берешь выгодное для себя и скрываешь невыгодное, это не научный метод. Это то, в чем я убежден. А пока пошли далее. А далее у нас на очереди 14-я страница доклада, в которой говорится. Действительно, по сведениям из Нагорного округа Петухова, ауховцы, цитата,
как народ молодой, считаются между собой родами по родоначальникам, вышедшим из горского участка Ингушевского округа, именно из Цори, Ако и Галгая. Дается ссылка на первоисточник. Я предлагаю в этот первоисточник посмотреть, что здесь говорится. Нагорный округ населяют два главных племени – дагестанское под именем салаватовцев и чеченское под именем ауховцев, зандаковцев и биноевцев. Три названные выше вида чеченского племени, составляя в сущности одно племя, разнятся между собой как по характеру, так и по степени развития. Этому способствовали топографические условия населяемых ими мест и занятия. Кроме того, как народ молодой, они считаются между собой родами по родоначальникам, вышедшим из горского участка Ингушевского округа, именно из Цори, Ако и Галгая. Итак, да, здесь говорится о том, что их родоначальники выходцы из Ингушевского округа, но тем не менее они чеченцы. Так бывает. В этногенезе практически всех народов есть такие моменты, когда люди, там предки были из одного народа, а потом происходит вопрос ассимиляции, и все. И это не понимают наши докладчики. Я уверен, что они это понимают. Как вы думаете, знали они о том, что идет до этой цитаты? Я думаю, что знали. Как это все назвать? Я уже это все назвал тадлисом. Теперь пошли дальше. Идем далее. На этой же 14-й странице говорится: действительно, по старым преданиям, записанным среди них Поповым, цитата, так, к стороне Башлама, в кавычках Казбек, рассказывают старики, есть горы, из которых вытекают реки Аса, Фортанка, Геха. Это горы Акилам. Там живут, или по крайней мере жили при наших предках, Лам-Кристи, горные христиане. И это наша колыбель. Троеточие. Авторы доклада дают ссылку. Благовещенский, сборник сведений о Терской области, заметки о Чечне и чеченцах. Выпуск 1, Владикавказ, 1878 год, страница 267. Давайте откроем опять же первоисточник и прочитаем из него. Там, в стороне Башлам, Казбек, рассказывают старики, есть горы, из которых вытекают реки Аса, Фортанка, Геха. Это горы Акилам. Там живут, или по крайней мере жили при наших предках, Лам-Кристи, горные христиане. И это наша колыбель, как и колыбель других чеченских родов. Вот. Авторы доклада ставят троеточию там, где идут слова «как и колыбель других чеченских родов». Как назвать подобную манипуляцию с текстом? Очередной тадлис. У меня по-другому не получается. Пошли далее. А дальше же у нас 18-я страница доклада, в которой говорится: так М.А. Иванов, исследовавший в самом начале 20 века верховья Фортанги, Гехи и Аргуна и их притоки, сумел собрать здесь ценные сведения. Цитата, являясь господствующей высотой в прилегающей горной части, гора Муйтыкер играла в историческом прошлом края значительную роль. В Мириджое мне пришлось слышать повествование, которое я привожу со слов рассказчика, местного старожила, с незапамятных времен до появления Шамиля, троеточие. Для решения всяких спорных дел и установления условий собирались в то время наши почетные старики, представители племен на пограничной горе Муйтыкер. Со стороны Акинского общества на склоне этой горы есть большой плоский камень и так далее.
После чего авторы делают вывод. Таким образом, эта скала испокон веков служила местом сбора, ориентиром и естественной межой между этими обществами, по которой и проходила граница вплоть до соглашения 26.09.2018 года. Ну что ж, опять очередной раз обратимся к оригиналу. Вот. Все одинаково. Я выделю сразу, перейду к искажениям. Для решения всех спорных дел и установления условий собирались в то время наши почетные старики, представители племен. Вот так было в докладе. Дальше же дальнейшие слова: ингушей, карабулаков, чеченцев, мелхистинцев и даже отдаленные тушины и хивсуры. Вот это все авторы доклада вообще не упоминают в цитате. Даже троеточия там нет, чтобы указать, что там что-то пропущено. Как это назвать? Вот как подобное назвать? Может мне кто-то объяснить это? Теперь вернемся чуть назад. 13-я страница доклада. В ней говорится: по мнению А.Н. Генка, поддержанному Кушевой и Волковой, Акка – это ингушское общество, в кавычках, хотя в 20 веке она очеченилась, но первоначально акинцы были ингушами. И авторы доклада дают ссылки на Генка и Кушевую. Для начала давайте посмотрим, что говорит в оригинале Кушевая. Среди названий чеченских родоплеменных образований или по терминологии русских описаний XIX века обществ известные общества Мичикич, Шубут, Мереджой, я подчеркиваю здесь, Мулкой, Шато, чантийская фамилия. Другая группа – калки, ираханские люди, акоки или акозы, кисти – отождествляется с названиями обществ Горной Ингушетии – Галга, Джерах, очеченившееся к XX веку общество Акка, кистины. На словах общества Акка Кушевая дает ссылку на Генка. Предлагаю обратиться к оригиналу того, что Генка пишет. Пункт 4. Я какие-то вещи буду пропускать. На Крайнем Востоке чеченские территории в Хасавюртовском округе некоторые селения проявляют известные ингушские особенности, причем предание объясняет эти особенности сравнительно недалеким ингушским происхождением жителей. Следует еще заметить, что произношение «с» вместо обычного «ст» в начале некоторых слов в чеченском характеризует всю Нагорную полосу Чечни вплоть до чеченцев Андийского округа в Дагестане. Отмечено для Итум-Кале, Чаберлоя и так далее. Все перечисленные районы образуют таким образом в настоящее время особую разновидность чеченского языка, которую мы можем назвать, внимание, условно ингушской, противополагаемой, собственно, чеченской группе наречий, начинающейся непосредственно к востоку от Фортанги по течению реки Нетхой, Шалаш-Гехи и прочее. Акинское общество верховья западных притоков Гехи ныне относятся уже к чеченцам. Вот на что я хочу здесь обратить внимание. То, что, во-первых, когда люди ссылаются на Кушевую, почему-то никто не говорит, да, что она мерже относит к чеченским обществам. Во-вторых, скорее всего, Кушевая действительно поняла Генка так же, как авторы доклада, но все-таки сам Генка не говорил,
что они прям вот ингушские. Он говорил об ингушском происхождении, но относил, естественно, к чеченцам. И хочу вот очередной раз здесь акцентировать внимание на его словах об условной общности. Условной общности ингушского и окинского языков. И надо также заметить, что эта условная общность включает в себя все нагорные наречия Чечни, цитата, вплоть до чеченцев Андийского округа Дагестана. Будем ли мы сейчас говорить, что Генка их считал ингушами? Ну, это абсурд. И нарушение любых вопросов этногенеза чеченского. То есть, если мы скажем даже, что чеченцы, грубо говоря, даже если мы так скажем, что они от нас произошли, ну все, они произошли и ушли, и они уже другой народ. И говорить им, эти земли населяли люди, которые когда-то были ингушами, а сейчас стали чеченцами, и поэтому мы будем претендовать на них, чтобы включить их в состав Ингушетии, это неприемлемо. В завершение своего обозрения упомяну следующее. В разделе, посвященном доказательствам общности карабулаков с ингушами, авторы доклада обратились к данным военно-статистического обозрения Российской империи, изданном в 1851 году. Этот источник они называют авторитетным. И из него цитируют следующее. К племени ингушей, занимающих плоскость и котловины Кавказских гор с правой стороны Терека до верхних частей Аргуна и до течения Фортаги принадлежат: первое – назрановцы с камбулеевским обществом, джераховцы, карабулаки, царинцы, ближние кистинцы с небольшим обществом мелхинцев, вновь покорившимся, галгай, галашевцы, дальние кисты. Первые три народа совершенно покорные. Из других трех большая часть аулов нам покорны и управляется приставом. По данной цитате у меня никаких нареканий нет, так как она полностью соответствует оригиналу, и никаких искажений здесь не допущено, ничего не вырвано из контекста. Эту цитату можно найти на 137-й странице оригинального издания. Вот я его показываю. Но когда авторы доклада были заняты обоснованием того, что акинцы являются частью ингушского народа, они почему-то не обратили внимания на этот авторитетный источник, как они его описывают. И в этом авторитетном источнике, в описании царинского общества, на 140-й странице сказано: в обществе Галашевском несколько аулов, расположенных в соседстве чеченского племени Ахо или Ако. Хочу заметить, что это источник 1851 года. И это источник, который авторы доклада называют авторитетным. Но когда нам неудобно, когда это не соответствует нашим представлениям, то можно этот авторитетный источник без внимания оставить. На этом мой экскурс заканчивается. Я думаю, что если бы я дальше это все внимательно перечитал, там нашлось бы много еще другого интересного в кавычках. Но пока мне этим заниматься неинтересно. Но то, до чего я докопался в свое время, я решил придать огласке. Что я могу сказать? Я желаю нам всем бояться Аллаха и быть справедливыми. И надеюсь, этот мой труд, этот наш с Ахмадом Барху общий труд принесет благо. На этом завершаю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.